спорту Вадим Борисович Павлов. Member of the Latvia. multiple champion of Latvia in power extreme, winner of international tournaments in power and mass wrestling, Rolands Gulbis, Latvia. 133 килограмма 750 грамм. 133.75 kilograms. Номер 12. Number 12. $131 килограмм 300 грамм. 131 kilos, Republic of Uzbekistan. килограмма 600 грамм. 154 kilos, 600 grams. Times champion of Russia, times absolute champion of Russia, champion of Europe, absolute champion of Russia and the world in mass wrestling, Viktor Kalibabchuk, Russian Federation, Smolensk Oblast. килограмм 400 грамм. 147 kilos, 400 grams. Номер 7. Number 7. Champion of the Republic of Sakai Wrestling and Mass Wrestling, Ivan Leninski, Russia, Sakha Republic. Сизике. 102 килограмма 500 грамм. 102 kilos, 500 grams. Комнату другую выбирать скорее. Виктор Kalibabchuk, Россия, Смоленская область. Сергей Трубицын, Республика Узбекистан. Азарат Магомадов, Республика Азербайджан. Лукаш Араушу Мачадо, Республика Бразилия. The State Duma of the Russian Federation. Председатель. Зато тут Венгрия, Иван Белолюбский, Россия, Саха-Якутия. На помощь. Валентин Стручков, Василий Васильский, Илья Скрябин. Valentin Struchkov, Vasily Vasily, and this will be fruitful in promoting the Уважаемые гости, в Республике Саха-Якутия сложилась уникальный опыт по поддержке и развитию национальных видов спорта. Создан уникальный для России и мира Центр по развитию национальных видов спорта. Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена задача развивать национальные виды спорта и продвигать их в олимпийские соревнования. The President of the Russian Federation, Vladimir Putin, has given a task for us to develop the national kinds of sport and to put them forward for Olympic championships. Среди всех видов спорта национальных, развиваемых в России, самые популярные и самые продвинутые в развитии – это, конечно же, капсагай, масс-рестлинг и якутские прыжки. One of the most famous and one of the most popular kinds of sport in Russia and the world among the ones of our traditional ones are
Apsagai and Mass Wrestling. Мы очень рады, что депутаты Государственной Думы, руководители профильного комитета по спорту Государственной Думы приехали в Якутию для того, чтобы обсуждать вопросы развития национальных видов спорта. We're very glad that the deputies of the State Duma have come here to discuss the issues of developing national arts and sport. Тысячи людей, которые в этом зале и сегодня по республике смотрят эти соревнования, надеются, что этот круглый стол и эти соревнования будут способствовать дальнейшему продвижению национальных видов спорта на мировой арене. Якутские национальные виды спорта, масс-рестлинг, апсагай, национальные прыжки стали популярными не только в Российской Федерации и во всех субъектах России, но и во всем мире проводятся международные турниры. The Yakut traditional kinds of sport, mass wrestling, apsagai, and national jumps have become popular not only in Russia, but also all over the world. Сегодня Международная федерация по масс-рестлингу проводит свои турниры во всех континентах мира, начиная Африки, Азии, Европы, Америки, во всех субъектах Российской Федерации. И все любят, уважают масс-рестлинг, наш любимый вид спорта. And now the international mass wrestling competition is open. Спасибо. Я теперь вижу, что вы не только национальный вид спорта любите, но любите хоккей и поддерживаете нас. Спасибо. Спасибо. Это гостеприимство. Я первый раз в вашей прекрасной земле, которые сегодня такие приехали богатыри, чтобы помериться силами. Прекрасные соревнования. Мы сегодня все получим удовольствие. Но Thank you for your hospitality. I am here for the first time to see the strongman compete. я сегодня увидел очень много прекрасных стадионов, которые буквально построены за несколько лет. Теперь самое главное нам воспитать молодежь, чтобы они прославили и Якутию, и Россию. Успехов! Спасибо! Вот она, долгожданная встреча исполинов Вселенной, самых сильных людей планеты. У нас первая пара богатырей на помосте. В красном углу Антанас Абрутис, Литва, в синем углу Ников Тодор, Болгария. Красный угол Абрутис Антанас, победитель международного турнира по массоврестлингу Турции. Тодоров Ников, синий угол Болгария,
bronzovая корона. И синего угла атлет Родион Супман, Молдавия. Родион Супман from Moldova in the blue corner. Четырехкратный победитель, чемпион чемпионата мира по стронгмен. Один из опытных атлетов мира.
Ивановичу Федор Федоров, Россия, Республика Саха-Якутия, и синему Гулбис Роланд, Латвия. Поклонники спорта республики хорошо знают Федора Федорова. Федор Федоров является пятикратным чемпионом России в весовой категории до 90 килограммов. Пятикратным чемпионом России. Многократным чемпионом Республики Саха-Якутия. Пятикратным призером игр Тыгына. Роланд Гулбис, Латвия, является неоднократным чемпионом Латвии по силовому экстриму. 1-0 в пользу Гулбиса Роланда, Латвия. Одна из захватывающих встреч в данном турнире. Гулбис Роланд, Латвия, весит 133 килограмма. Федор Федоров весит 94 килограмма. Федор Федоров является самым легким атлетом в данном турнире. Но, как показывает практика, соревнований по массрестлингу весовая категория не имеет значения, и вот сколько нам получится. Напряженный поединок, кто его возьмет? 1-1. Его величеством масс-рестлинга, какая техника, какая сноровка, тактика ведения борьбы. И по внешнему виду легковесный атлет Федор Федоров, используя великолепную технику борьбы, ведение поединка масс-рестлинга во второй попытке одерживает победу. И счет становится ничейным. 1-1 мирового спорта, получая название масс-рестлинг, то есть борьба в палках. Рестлинг – это борьба, масс – это дерево, палка.
масс-рестлингу. Мастер спорта, опытнейший масс-рестлер Евгений Иванов занимается пауэрлифтингом и является тоже победителем многих республикан, является чемпионом Европы, России по масс-рестлингу. Десятикратный чемпион Республики Саха-Якутия. Поединок начался. Тоже вытянет эту волшебную палку. Палку в эту щелочку и положим выручить эту палку. Волшебная. На этот раз получает Евгения Иванова. И палка... И значение велико. И турнир обязывает каждого атлета выступать. Наступает один из труднейших моментов. Решение. Данного турнира. 2-1, победа Паишева. Все. По предупреждению. 2-1. По решению судейской коллегии победу одерживает Анатолий Паишев от счетом 2-1. На помосте два победителя первого круга. В группе А всего 8 атлетов. Наврутис Антанас является победителем международного турнира по масс-рестлингу в Турции. Весит 133 килограмма. Манник Маркус, Эстония, является чемпионом стронгменом Эстонии. Весит 131 килограмма. В первом круге выиграл Радиона Сухмана из Молдавии. Манник Маркус, Эстония. Антонас Абрутис выиграл. Приглашенный первым атлет Дождь
Ковальчук является трехкратным абсолютным чемпионом по масс-рестлингу, чемпионом Кубка мира и чемпионата мира по масс-рестлингу. Мы видим, что Виктор Колебовчук превосходно подготовлен. Мы Виктора Колебовчука знаем уже как героя масс-рестлинга. Он раньше занимался баскетболом в переросте 2 метра 3 сантиметра. Он является успешным спортсменом во многих видах спорта. И в том числе по масс-рестлингу. Со счетом 2-0 победу одерживает Виктор Колебовчук. Россия, Маленькая область. Готовится Мачадо, Бразилия, Баиша, Россия, Республика Саха-Якутия. На помощь уходят два атлета, которые очень хорошо знают друг друга, два соперника в одной весовой категории до 90 килограмм, имеют переменные успехи, и никто твердо не может сказать, кто же из них более силен. И в этом турнире победу одержит, успех добьется именно тот атлет, который более хорошо подготовился к данному турниру. Оба являются многими участниками игр Дыгына, где состязаются по 7 видам спорта, и успеха добивался Иван Белолюбский. Игры Дыгына – это якутское многоборье, где состязаются по многим видам спорта, национальных видов спорта. Там и поднятие тяжести, и прыжки, и бега, стрельба из лука, перейдя из палки, борьба в облагай, вертушка. 1-0. 1-0. Если он раньше весил 90 килограмм, то сегодня Иван Белорусский весит 102 килограмма. Это внушительно. Постепенно приближается к гигантам, благодаря мощным людям планеты. Отличная атака в исполнении Ивана Белорусского, и победу со счетом 2-0 одерживает Иван Белорусский. Sportsman of the Hebrew Arcadian Rally, Vitor Belizar Todorov and Superman Legion. Лукаш Мачадо, красный угол, Баиша Анатолий, синий угол. Лукаш Мачадо, Бразилия. Абсолютный чемпион Бразилии по масс-рестлингу. Чемпионат состоялся месяц тому назад. В Бразилии, и не было равных Лукашу Мачадо. Лукаш Мачадо весит 134 килограмма, перерост
знать, тактикой обладать. Вот два могучих атлета ходят друг против друга, садятся, выбираются ноги за доску и начнется борьба. Идет равноценная борьба между двумя атлетами. Владимир Шурман, Молдавия, одерживает победу со счетом 2-1. 15-14 часов. Без остановки пели, рассказывали лангазуды Якутии. И тут подпевали, как состязаются, как ведут поединки, как борются светлые силы с силами нижнего мира. И, конечно же, там красавица Туяна Мако, красавица девица, и поединки шли за Туяну Мако. Вот настоящие богатыри Юрдун Бахуры. Слушаем команду. Захват красный. Когда поединок начинается, победу одерживает Гулбис Роланд. Гулбис Роланд, Латвия. Неоднократный чемпион Латвии по силовому экстриму, призер международного турнира по силачам и масс-рестлингу. Гулбис Роланд, Латвия. Один из опытных масс-рестлеров мира. На середину. Красный натяг. Красный натяг. Натяг. Натяг! 2-0. Гулбис Роланд, Латвия. Гладкого, чтобы померяться ловкого, чтобы посостязаться достойного. Только сильными надо встречаться. Так именно воспевается в народном эпосе Олонбор, который стал мировым шедевром народного творчества. И вот люди, похожие на былинные герои, сегодня на земле Улу-Дульмана, на земле земли Олонбор, тоже станет абсолютным победителем, обладателем суперприза. На середину. На середину. Красному Магомедов Азрет, Азербайджан. Синий угол Евгений Иванов, Россия, Республика Саха-Якутия. Один из сильнейших масс-рестлеров Якутии. Неоднократный чемпион и призер по масс-рестлингу. Евгений Иванов Палку на середину. Не двигаться. выигрывает первую встречу в данном поединке. И со счетом 2-0 победу одерживает Евгений Иванов. Россия, Республика Саха-Якутия. Первая пара.
Галибовчук не дает шанса выиграть своим соперникам. И хладнокровно идет в финал. Трехкратный абсолютный чемпион России, чемпион мира Виктор Галибовчук. Украшение данного турнира. На вид Виктор Галибовчук, он могуч и силен, здоровый да быстрый. Быстрые движения, силен, тяги. Это у нас Виктор Галибовчук. Показывает свою красоту и силу. Соперником в финале против Виктора Галибовчука. Güdürünü üstlerde Arkani Baydar'da Uran'dayımız Dura İyi gene gitken yakları Bu da Kandurallah Uran Baydar Kim kayar Kim finalda tapsa Волода Бевелерин улучшенный пенсионер знают друг друга очень хорошо. Они не раз встречались на помостах Республики и России. И сегодня ответственнейший старт в международном турнире Кубок Землелом СО. То ли еще будет в мире этом. Çukuruybat bolar, tozlar bolayının den, yola herkese eden takayını hükündüra. İlkan Belarus'tayga eme, söbedegin egen, koptanar yeni bilbekke, inniki dike bari, en mana ahtan ettiler. Семикратный победитель игр Давида. Вот он Начинается решающая, заключительная, очень важная встреча между двумя мастерами Якутии, между двумя чемпионами России по масс-рестлингу, Иваном Белолюбским и Анатолием Баишевым за выход в финал. Отсюда слышится крик, запаленное дыхание могучих атлетов, как струны звенят их мускулы, их жилы.
Решение в течение 30 секунд. Примите мне. Разве уступаем добром честь и имя сильнейшего? Никак нет, только в споре. В горячем споре появляется победитель. Не только в состязаниях, но чудо техника. Решение. 2-1 победа белорусского. Победу одерживает Иван Белорусский. По предупреждению. На помост первым выходит чемпион Бразилии по масс-реслингу Лукаш Мачадо, синий угол. И сильнейший масс-рестлер Якутии, пятикратный чемпион России в своем весе Федор Федоров. Россия, Республика Саха-Якутия. Лукашу Мачадо всего 23 года. Молодой атлет, подающий большие перспективы. Борьба началась, тетива натянута, тоже возьмешь. Какая техника, какая тактика борьбы будет использована в этом поединке? Федор. 1-0. Разгар турнира по масс-реслингу Кубка земли Ланко. И одним из общепризнанных, наиболее популярных Ланко у нас в Якутии считается эпос Нюргун Батыр Стремительный. И Нюргун Батыр Стремительный в 30-32 годах прошлого столетия написал писатель, фольклорист, ученый, филолог, государственный деятель Республики Якутии Платон Алексеевич Ваюнский. Федоров, Республика Саха-Якутия, счетом 2-0. Победитель Кубка мира по пауэрлифтингу. Сергей Турбицын говорит: я выиграю. Я выиграю, не верит, своим жестом. По нраву, по своему нраву, характеру богатырей очень хорошего характера, спокойный.
чемпион Латвии по силовому экстриму, призер международного турнира по силачам и масс-рестлингу. И атлет синего угла Евгений Иванов, неоднократный чемпион и призер. 1-0. Ронал Губис, Латвия. Победителя по силовому экстриму Ронал Губис начинает заниматься рестлингом. Что же творится? 2-0. Ронал Губис, Латвия. The winner with a score of 2-0 is Литва. Анатолий Пейшер, Россия, Республика Саха-Якутия. Антанас Абрутис является победителем международного турнира по масс-рестлингу в Турции. Весит 133 килограмма. Ожидается интересная встреча. Кто же выиграет? Антанас Абрутис, Литва, или Анатолий Пейшер, Россия, Республика Саха-Якутия. Какой мощный рывок в исполнении Антанаса Абрутиса. И палка оказывается в руках сильнейшего человека Литвы. Какой мощный исполин на помосте против легендарного Анатолия Пейшера. И вот один из богатырей, один из двух силачей будет повержен. И кто же проиграет? И кто же выиграет? Пока 1-0 здесь ведет Антанас Абрутис. Анатолий Пейшер. Счет 1-1. Разрыв мышц, растяжение мышц. Получает Антанас Абрутис. Ввиду отказа соперника Со счетом 2-1 победу одержал Анатолий. Анатолий Пейшер. Со счетом 2-1 победу одержал Анатолий Пейшер. Челябинская область, Россия. Федор Федоров, Республика Саха-Якутия, Россия. Одна из центральных встреч для якутян. Кто же выиграет? Сергей Андреевич
Андрейченко, Федор Федоров, команда Чедана и Сергей Андрейченко. Ох, какая тяга, какая мощь! Сергей Андрейченко, Челябинская область. Победитель турнира «Золотой тигр» и «Дедлифт». Вот какие состязания турнира выигрывал Сергей Андрейченко. Он по экстриму силовому, по пауэрлифтингу. И вот сегодня масс-рестлинг. Сергей Андрейченко настроен только на победу. Кто выиграет? Федоров! Используя великолепную тактику поведения поединка, палку вырывает из рук сильного соперника Федоров. Ударом налево сваливает своего соперника и выигрывает вторую встречу, счет ничейный 1-1. Захват делает атлет красного угла Сергей Андрейченко. По правилам схваток в масс-рестлинге есть два хвата, внутренний хват и внешний хват. И атлеты, кто любит внутренний хват, а кто внешний. Сейчас мы наблюдаем, какой хват будет выбирать Сергей Андрейченко. От этого тоже зависит успех. Андрейченко выбирает внешний хват. Внешний. Судья-арбитр на помосте Егор Ермолаев. Судья республиканской категории. Перед нами одна из центральных встреч данного кубка. Демьян Ланко. Поединок за третье место. Сергей Трубицын, Анатолий Байчев. Сергей Трубицын 1-0.
Победитель Кубка мира по пауэрлифтингу Сергей Трубицын, Узбекистан. Или 10-кратный чемпион Республики Саха-Якутия по масс-рестлингу, чемпион России Анатолий Баев. Судья на помощи, судья республиканской категории Семен Болесов, Республика Саха-Якутия. Чтобы схватиться только с Вахтин, чтобы померяться силой только с Ловкин и посостязаться только достойным по силе, по мужеству. Вот 20 лет перед нами на помосте два финалиста тоже выиграет. Виктор Полевовчук, трехкратный абсолютный чемпион России, чемпион Европы и Кубка мира. Оба россияне. Смоленщина и Якутия. Команда Че и атлеты в поединке Виктор Полевовчук 1-0. Трехкратный абсолютный победитель, чемпион, обладатель всех титулов масс-рестлинга, которые имеются, есть на планете Земля. Виктор Полевовчук 1-0. Двухметровый исполин, богатырь земли русской, Смоленщины. И на этот раз Виктор Полевовчук настроен только на победу. Иван Белолюбский, сын Баргонский, семикратный обладатель игр Дыгина, чемпион республики многократный, чемпион Европы, России по масс-рестлингу Иван Белолюбский и Виктор Полевовчук.
абсолютным чемпионом.